Так, пофотали. Идем теперь в мастерскую, в тепло. Ну, начнем. Всем привет. Меня зовут Джаган Ус. Я родился в СССР. Это я только с виду молодой и почти красивый. Все мои морщины изнутри. Вот в этой области где-то. В последнее время в интернетах много обсуждается про эвенкийский нож. Там дело идет вообще, как этот, самоподдерживающая сила там набирает обороты все больше и больше, покрываясь ореолом этих тайн, ну и тому так далее. Мол, первее появился эвенкийский нож, потом якутский, ну там якуты где-то сплагиатели и так далее. Всем этим делом занимается, ну или начал заниматься, кажется, как мне кажется, вот этот мужик. Ну и как там прорвало все там, и пошло-поехало. Ну, всем тем, кто так занимается этими делами, им проявляю большую благодарность, так как человек будет искать информацию, да, наберет в Ютубе и наткнется на информацию более компетентного человека, который имеет больше прав разъяснять о якутском ноже, ну и о эвенкийском ноже. Потому что я являюсь носителем этих кровей, и все мы тут родственники друг другу. И с позиции хозяина все сейчас объясню. И как истинный обладатель северного менталитета оберну все в плюс. Потому что помимо якутов и эвенков есть еще эвены, юкагиры, чукчи, долганы. Долганы вообще на чистом языке саха разговаривают. Ну, допустим, вот если ехать на автобус, они говорят «менестека». И это если буквально переводить на русский язык, то давай сядем верхом, как на коня. Ну, типа, вот так они разговаривают. И, короче, те и те занимаются оленеводством. Тут дело относится, ну, делить надо так, по специализации. Нож по специализации, вот так вот надо делить. Типа, как в биологии, вон, помните, да? Там, класс, род якутские ножи, вид или там специализация, вот нож оленевода. Есть нож рыбака, нож и так далее. Вот. По разным специализациям, по видам. И весной, когда морозы отпускают, идут праздники оленеводов и праздники коневодов. Мне поступили заказы от оленеводов на изготовление ножей оленевода. И ну, делая их, как-то мне YouTube выдал, ну, он послушивает, правильно же, телефон у всех подслушивает, у меня там тоже слушает и подстраивает свои видосы. Ну и в комментариях там пару вопросов было под видео где-то. Ну и решил одним видео закрыть этот вопрос. Да, если что, буду туда отсылать. И давайте перейдем вот, короче, к ножу. Вот нож оленевода, он должен быть тонким. Как сказать, узким, что ли. В обухе все равно как нож, да, толщина есть. А вот так он должен быть тонким. Почему? Потому что оленя, ну, допустим, коня, да, убивают топором в лоб. Резким ударом. Лег и потом солнечным на себе не показывает. Солнечное сплетение протыкают и руками туда засовывают и аорту вырывают, чтобы кровь вовнутрь туда стекала. А оленя убивают по-другому. Его не бьют в лоб, его шею за холку где-то держит, и там между позвоночников надо воткнуть нож резким движением. И когда втыкаем нож, рукоять должна быть короткая, вот, с кулак, да, и, ну, не слишком длинная. И само лезвие, да, клинок, должно быть, ну, 13 сантиметров. Это максимум. Потому что, когда вот ничего не должно блестеть
надо, чтобы подошел, да, к животному, аккуратно потрогал, нож подставил и резким ударом туда вогнать, ну или пальцем. Ну, поэтому у ножа оленевода есть такая, ну, как сказать, впадина. Ну, сейчас с этого объясню, да, там покажу поближе. К штативу, ну, телефон прикреплю сюда, ну, как сказать, это не штатив, это другое такое приспособление. И вот, если нож будет длинным, да, вообще как сабля там, я покажу, сейчас покажу. Вот таким. Это другой нож, короче, на медведя там. Потом отдельный ролик сделаю. Этот покажу лучше. Вот, допустим, большой он, да, по сравнению с этим. Неудобный для забивания оленя. Ну, чтобы до неба руку не поднимать, должно быть короткий, удобный нож. Некоторые любят, ну, подставил и резким ударом делать, некоторые любят вот пальцем. И там... Ладно, переходим сюда, сейчас, держа в руке, покажу там. Так, запись есть, да? Ну и вот, собственно, вот какие они, эти ножи оленевода, которые неправильно считаются ножами эвенкийскими, да? Потому что те и те занимаются оленеводством. Итак, у оленевода нож, он должен быть узким. Понятно, да? Там же сказал на том видео, что идет по специализации. Там надо попасть между позвонков. Позвоночник какой он? Он же друг за друга вот так цепляется. Есть напротив, да, вот так вот. И еще, чтобы вообще травм не было, у него еще и сверху вот такие вот. И это, ну, посмотрите, прогуглите. Вот. И вот такие ножи заказывают сами оленеводы. Вот разные они бывают. Там. Насчет дола скажу сразу. Точеный дол появился позднее, когда появились станки соответствующие. Но сейчас покажу. Но на иных инструментах дол стачивали. Ага, да? Понятно, да? Сперва ковали, потом стачивали. Ну, чтоб грязь меньше налипала и так далее. Стали было мало, на сыродутное кричное железо его растягивали, короче. Надо экономить. Это сейчас мы живем в эпоху изобилия и не можем понять, да? Вот такие вот бывают ножи с таким долом, И вот он сперва кованый, потом точеный дол. Мне больше всех вот этот нравится самому. И вот он. Почему вот к узкому ножу относятся более уважительнее? Потому что у бывалого нож узкий. Все. Это как в библиотеке самая читаемая книга, растрепанная книга, а новая с блестящей обложкой, она никому не нужна. И также здесь вот бывалый опытный мужик, у него нож что? Стачивается. Вот и все. И в мир иной его отправляют с его же ножом. Понятно? Ему же не будут ложить новый нож большой. Это не его нож. Вот и все. И вот, когда заказывают, даже говорят, у моего деда
там, или у моего отца был длинный узкий нож. Потому что дед и отец были бывалыми. И вот ножи, которые заказывают оленеводы, должны быть рабочими, терпеть все эти трудности, короче. Должны иметь зонную закалку. Потому что оленевод им все время пользуется. Они называют место стада, да? Стадо оленей. Это далеко вообще от деревни. Туда просто так не сходить домой. Они вообще далеко живут. Откройте, посмотрите карту Якутии. Вообще там бывает на вертолетах доставляют. Там даже продукты с собой берут. Все самое только необходимое. Лук, все это не пойдет туда. Они, оленеводы, которые живут на стадах, да, там, непосредственно на земле, они кушают мясо, столько мяса, от которого тебе, мой слушатель, станет плохо. И он, допустим, берет, за столом садится, берет мясо такое, да, кусман такой, из супа все вытаскивает на тарелку, ложит, и там он берет со стола, протыкает, вот, взял себе, кусает, да, в эту сторону, и возле лица, прям возле губ, вот так вот отрезает. И это мясо он не кладет на стол, не на тарелку, он держит его здесь. Потом проглотил, опять куснул, отрезал и жует. Потом опять куснул, отрезал и жует. Там возле лица не будешь же махать огромным ножом. Вот самая рабочая длина 13 сантиметров. Вот такие ножи оленеводы заказывают. И потом, одним таким ножом оленевод может сделать нарты. Нарты — это как сани, да, для лошадей, оленей сани. Вот. Это называется нарты. Он там сверлит, буравит и много таких движений делает, и поэтому нож оленевода должен смотреть, если вот так вот, так, правильно я смотрю, где, вот, к центру. Острие должно смотреть к центру. Неровно. Даже такой нож. Вот. О таком доле, да? Такой дол тоже исполняет свою работу. Он как ребро жесткости в основном. Не кровосток. Это что за... Кто придумал? Воткнули и ждешь, да, когда кровь капает куда-то. Это экономия, во-первых, да. Во-вторых, удобно точить его. Да, приложил. И готово. И вот в-третьих, вот ребро жесткости. Да? Ну, как бы считается этот более выживабельным, что ли, да? Живучим. Но, скажу такое, да? Урал или КамАЗ, там, вся рама в дырках. И вот эти вот дырки, они вот на скручивании работают. Они больше упругости, что ли. Ну, понятно, да? И здесь также. Сточили, и он уже исполняет свою работу. Так, что еще хотел сказать? Ну, эти ножи. Сделаем розыгрыш, да? Этих ножей. 5 ножей из них. Потому что есть кое-какие обязательства. Один нож он выберет человек, которому я должен. А условия проведения розыгрыша сделаем отдельным видео. Ну, чтобы все вместе в кучу все не сваливать. Под видео оставлю ссылку на розыгрыш, на телеграм-канал, на телеграм-бот для розыгрыша. Короче, все необходимые ссылки будут там.
И поэтому подпишись на канал, смотри, не пропусти.